Глава республики провел рабочую встречу с председателем регионального отделения общероссийского поискового движения России отряда «Малгобек» Бесланом Дзейтовым. Участие во встрече также принял руководитель Миннаца Руслан Мизиев. Региональное отделение было создано в 2010 году. Спустя 3 года отряд вошел в состав поискового движения России. За это время в Ингушетии подняли из окопов и огневых точек 153 бойца, из которых у 8 удалось установить личность, а также малую родину. Чтобы установить имя, фамилию, отчество, у бойца должен быть именной котелок, медальон или любая другая вещь, где указаны данные о человеке. Дзейтов отметил, что ингушских солдат обнаружено не было, поскольку до начала войны ингуши призывались в другие регионы. Руководитель субъекта отметил, что с исторической точки зрения работа отряда «Малгобек» важна, значима для Ингушетии. Шестерых мы доставили на малую родину. Это Башкирия, это Чувашия, Подмосковье, Дагестан, Северная Осетия. Двоих мы не смогли найти родственников. Как только находим бойца, мы сразу связываемся с регионом. Там есть поисковое движение, поисковый отряд. По России всего 42 тысячи поисковиков. Если мы не находим, то мы останки передаем вместе с другими останками. Здесь у нас место есть специально отведенное. И сколько таких неизвестных? Неизвестно 163. 163 мы передали здесь. Со всеми 163? Да. И родственника у них нет? Родственники у них есть, у них сведений нету. Если сказать период такой-то, мы же предполагаем, какие года, запросите в Грузии, в архив, значит, данные не сохранились, однако по, значит, сведениям, информации, которая доступна, и о чем говорят, что это был грузинский летчик. Значит, там же есть вид самолета, то есть не потому, что там самолета-то нет. Я имею в виду, там определенный отряд был, дивизия, там, не знаю, полк какой-нибудь авиационный. Их немного, я думаю, летчиков. Немного. Инициировали проект такой «Горячее небо Кавказа». Во-первых, мы начинали его как «Горячее небо Ингушетии». Мы ищем места падения советских самолетов, гибели летчиков 4-й воздушной армии, которая непосредственно защищала небо Северного Кавказа. На данный момент мы вот там обнаружили в архиве 32 места падения советских самолетов. Мы на этом месте ставим памятные знаки, определяем, хотим создать там маршруты